Волонтерское движение «Добровольцы» в Республике Саха-Якутия образовано 20 мая 2023 года в целях поддержки наших земляков, бойцов, участников специальной военной операции. Организаторами и руководителями являются Светлана Архипченко и Галина Васильева. Если в начале своей деятельности волонтеры занимались только плетением маскировочных сетей, то сегодня осуществляют сбор денежных средств для приобретения одежды, медикаментов, технических средств, шьют дополнительные экипировки, костюмы, плащ-палатки, тепловизионные одеяла, вяжут носки. Кроме этого, закупают медицинские изделия, продукты питания и многое-многое другое. Сейчас в волонтерском движении уже 67 филиалов на базе различных организаций города Якутска, в улусах республики, а также в городах Белгород, Новосибирск, которые объединяют более 1000 волонтеров по всей России. Маргарита Николаевна Афанасьева, человек-оркестр. Она руководитель одного из первых филиалов добровольцев с участниками студии танца «Хаят». А в прошлом году организовала еще 3 дополнительных филиала в Табаге. В данный момент мы находимся в Старой Табаге. Этот филиал у нас открылся в декабре только. Это новый филиал. Здесь он один. Относимся мы к администрации села Табага. И в первый раз нас, когда я пришла поговорить, очень хорошо поддержал наш глава, руководитель администрации села Табага Алексей Дмитриевич. С первого же раза он нам очень помог, он сразу нам помещение выдал. И здесь это у нас сельский дом, сельский клуб «Искра». Здесь у нас работают, значит, во-первых, пенсионеры, конечно же, и люди, которые работают в этом клубе, то есть здесь и директор клуба работает. В этом же здании находится библиотека. Вот сейчас на данный момент у нас работники библиотеки работают. Просто население, которое после работы в свободное время приходит и работает. И в Новой Табаге у нас филиал еще более свежий, чем здесь. Открыли мы его в Доме культуры «Кедр». Там навстречу нам пошла Иванова Светлана Ивановна. Она сама первая, кто начал учиться. И в данный момент она работает в этом Доме культуры и обучает население, которое приходит к ним вечером после работы на занятия по бильярду, теннису и на репетиции. А мы отправляем и адресно, и в общую копилку добровольцев. Вот за это время, что открыли с декабря, значит, мы, например, вот этот филиал в администрации села Табага сдали, в январе мы сдали 14 сеток. В начале января, в конце января 28-го мы сдали 19 сеток. Завтра мы сдаем еще 19 сеток. Но кроме плетения мы еще занимаемся гуманитаркой для наших бойцов. Администрация села Табага нам выделили инвалидную коляску. Хаят тоже приобрел инвалидную коляску. Костыли. База продуктовая «Ниган» выделили нам по коробке сгущенка, тушенка, паштет, чай. А в Хатасах работает фирма, которая выпускает сухую уху. Сегодня у нас Алексей Дмитриевич привез оттуда 10 пачек ухи, которые мы завтра отправим. Приступив к своим, можно сказать, трудовым обязанностям, в октябре месяце к нам подошла Маргарита Николаевна с предложением открыть пункт по плетению маскировочных сетей. Я очень обрадовался этому призыву и сразу с удовольствием мы в администрации, в здании администрации на 2-м этаже выкроили место, открыли там пункт по плетению маскировочных сетей. И давеча вот, с руководителями, когда вот знакомились учреждений, и в целом тоже я привил им, чтобы они
тоже пошли навстречу, и им огромное спасибо. Вот мы сегодня находимся в нашем втором филиале, то есть в Старой Табаге, в здании ДК «Искра». Спасибо большое руководителю «Искры» Илье Николаевичу, он тоже пошел навстречу. И вот в целом по двум селам у нас есть такие хорошие пункты, где можно подойти спокойно в любое время и вот приучиться, приноровиться к плетению таких хороших маскировочных сетей. И в целом не только по плетению, но и в этих пунктах проводится и сбор гуманитарной помощи нашим бойцам, потому что надо осуществлять помощь. Без этой помощи ребятам вообще никак. И в целом победа будет только то, если мы будем поддерживать ребят. Мы с волонтерами всегда вот собираемся, и я у них тоже спрашиваю их мнение, какие-то, может, идеи у них есть. Ну и в целом по населению во время отчета, во время встречи с населением мы проводим информационного характера, такого призыв, чтобы собирать гумпомощь. Также вот недавно вот мы начали сбор гуманитарной помощи. Вот 20 числа поедет гуманитарная помощь от села Табаги. Закупились наши местные продукции. Хорошая агрошкола, где производят уху, которые наши бойцы очень любят. Когда получают посылки, им очень нравится. Плюс еще собираем не только вот еду, но и влажные салфетки, будь то не только на передовой, и после передовой там люди, наши бойцы получают ранения, и вот этой гуманитарной помощи мы еще будем отправлять и костыли, и плюс инвалидные коляски. Конечно, да, на каждой территории, в каждом селе, в каждом городе имеется определенное количество бойцов, из мобилизации их захватило, и плюс сами добровольцы. Насколько активны ваши волонтеры? Очень активные волонтеры, я ими очень горжусь. Особенно хотел бы похвалить наш совет ветеранов. Они всегда рады помочь новым нашим волонтерам, проводят мастер-классы. В принципе, я тоже, когда первый раз плел вот эту сетку, и как-то сперва подумал, что у меня ничего не получится. Ну, приноровился, очень быстро это делается. Главное, как говорится, только начать. За мной вот стоят наши волонтеры и плетут сет. Это очень хорошо. Мы узнали, что в администрации открыли пункт. Пару раз мы туда ездили. Ну, у нас тут проблемы, конечно, с автобусом, потому что тут время надо. Ну и мы тут переговоры сделали с клубом, с Маргаритой. И вот в стенах тут у нас в Старой Табаге получилось разместить пункт. С середины декабря он открылся, материалы привезли. Мы тут женщин собрали, кто может, ключ кинули. Кто-то, бывает, приходит только в субботу, выходной, ну, кто-то вот будни. Работаем мы в основном, когда работает клуб. Мы вот готовую сетку возим в нашу администрацию, а там уже в пункте готовые расходники лежат. Ну, обмен производим. Вот. На сетку вот такую 4×4 у нас выходит, ну, 3-4 дня. Вот. Смотря сколько нас человек. Я начала, например, в администрации, когда открылось вот это вязание сетей, я начала оттуда. Вот. А потом мы уже решили открыть здесь, в Искре, и поэтому у нас здесь группа уже собралась. Я им помогаю, обучаю, потому что сама научилась там. Ну, вначале казалось сложно, да, потому что плетение у нас необычное, конечно. Вот, но ничего, все научились, и теперь очень хорошо все вяжут. Всегда вот у нас как бы сформировалась группа, но иногда приходят, которые свободные. Вот, например, в новогодние каникулы там были свободные, они приходили, помогали нам вязать. Маргарита Николаевна там ведет. Она, когда появилась у нас, вот первую открыла в администрации, Алексей Николаевич помог в этом плане ей, и все, и отсюда все у нас пошло. Вот. Потом мы открыли здесь в Табаге. Когда вяжешь, во-первых, как-то и успокаиваешься, и общаешься. То есть время проходит, вот особенно для нас, пенсионеров. А помимо плетения сетей еще чем занимаетесь? Бойцам. Мы, значит, наш ансамбль «Зоренька» принимает участие в этих благотворительных концертах, которые происходят у нас в Новой Табаге. Мы постоянно участвуем в этом. Вот, собирали деньги, да, на покупку разных вещей и так далее.
О волонтерском движении мы узнали от нашего руководителя администрации. То есть сначала вот первую рамочку поставили в администрации. Мы поняли, что нам не очень удобно туда бегать в свободное время, а когда есть свободное время, в рабочее время, и часть специалистов тоже может, в виде переменки, так скажем, да, то есть отключиться от компьютера, присоединиться к плетению маскировочных сетей. На нас вышла Маргарита Николаевна Афанасьевна, это наша бывшая коллега, подруга. И вот она нам пришла, показала мастер-класс, как это все делается. Значит, мы сами сделали рамочку, все измерили, померили, зашурупили, поставили. Не так давно, по-моему, даже месяца нету, как мы этим занимаемся. Поэтому вот нашли время, материалы. И вот плетем потихоньку сети. Мы посмотрели, вот, допустим, в школе, которая стоит рамка, там совсем другой метод плетения. Но нам этот показался интереснее, красивее, наверное, да. И главное понять вот эту систему. Немножко были сложности с переходом наверх, и вот мы еще не научились как расширяться. А так, в принципе, довольно-таки... Главное навык и практика, я думаю. То есть можно быстро этому обучиться. Одну мы научились уже и слаживать, и упаковывать. Хотелось бы, конечно, нашим ребятам пожелать только победы и, главное, крепкого здоровья, чтобы они вернулись в свои города, в свои деревни, к своим родным, живыми, здоровыми. Мы их всех здесь ждем, всех поддерживаем. И я уверен, что все мы вместе победим, и победа действительно будет за нами. Скорейшей победы. Наши пожелания общие. Победа будет за нами, и мы всегда с нашими бойцами. Так, я хочу пожелать нашим ребятам, что мы и гордимся ими, то, что они защищают свое отечество. Желаем им, чтобы, конечно, они берегли себя и живыми возвратились домой. Хочется, чтобы все были живы и здоровы. Мы все за вас очень болеем, стараемся участвовать во всех мероприятиях, акциях, то есть и с детьми, и со старшим поколением. То есть наши бабушки вяжут носки, мы лили свечи, шили наствольники, теперь вот добрались до сетей. Мы очень за вас переживаем, болеем и хотим, чтобы все-таки победа уже была одержана. Да, главное всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Волонтерство в добровольцах превратилось в массовое движение, ставшее по-настоящему важным социальным движением в нашей республике. «Все для фронта» – девиз волонтеров. Для солдат они сети плетут. От жестоких, пугающих дронов чью-то жизнь эти сети спасут. А пока объявляются сборы для защитников нашей страны, снова просят помочь волонтеры, потому что бойцам мы нужны.